Начал диалог руководитель сетевой компании Антон Лукин с акцента на главные задачи, которые энергетики выполняют каждый день. Приоритетное направление в работе – это обеспечение надежного, качественного и бесперебойного электроснабжения. Частый и волнующий многих вопрос – это вопрос энерготарифов для населения. На данный момент с 1 декабря произошел рост тарифов. Он произошел по всей стране. Было постановление ФАС России на 9%. Итого он вырос 4,18 и, следовательно, 2,92 для электроплит. Вот тарифы сейчас такие. По юридическим лицам, тариф там он плавающий, но сейчас он будет порядка 8 рублей. Но не забываем, что у нас в республике действует субсидия, то есть у потребителя есть скидка 30%, то есть так бы он платил порядка 10 рублей за киловатт. На брифинге рассказали, что на ремонтную кампанию в этом году было выделено 98 миллионов рублей. В общей сложности тувинские энергетики отремонтировали свыше 700 километров воздушных линий электропередачи различного класса напряжения и произвели ремонт на 16 подстанциях. На 100% укомплектован аварийный запас. Поставленный на этот год план выполнен в полном объеме. Однако были озвучены и минусы. Это большая задолженность населения за потребленную электроэнергию в 134 миллиона рублей. Получается, у управляющей компании из-за того, что там потребитель, например, ворует, у них огромный долг, и они его заплатить не могут. Мы говорим, работайте, это же ваш, вы за это получаете. Договорились о том, что мы сейчас создаем группу по КЗУ, например, определенную. Сейчас есть план на следующий год в Агдавураке создать, в Шаганаре создать прям персонал, который будет заходить в подъезды и ограничивать и выявлять безучетное потребление. Что касается электромощностей в регионе, Антон Лукин озвучил, что наблюдается рост нагрузки. 200 мегаватт в республике при максимуме в 210. Нагрузка растет. Для перспективных районов, это которые сейчас будут строиться большая застройка в Спутнике, для этого у нас разработано мероприятие в части дорожной карты Александра Валентиновича Нового, где находится как раз Тарахим. Там прописана сетевая организация, мероприятия за счет технологического присоединения построить новую подстанцию. Это все планы до 2025 года. В следующем году на техническое обслуживание и ремонт подведомственных электросетей будет направлено почти 105 миллионов рублей, что на 6 миллионов больше, чем в этом году. Это мизерная цифра по сравнению с долгами населения. Сейчас долг населения Тувы за свет – это 1,5 ремонтной компании. Энергетики заверили, что с расхитителями электричества разговор будет короткий. Жесткие штрафные санкции и уголовные преследования. Чинчик Ашпукол, Буян Мангош, Самдан Иргит, телеканал Тува 24.